Левитан вместо уроков. До 3 декабря в Чувашии находятся полотна известного живописца. Их предоставила Третьяковская галерея. Каждый день отдел русского и зарубежного искусства Чувашского государственного художественного музея принимает десятки экскурсионных групп школьников со всех округов региона. В этот раз помимо хранителей и сотрудников музея детей встречали министр образования республики Дмитрий Захаров и председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева. Если школьники не едут в Третьяковку, картины из ее фонда едут к ним. До 3 декабря в отделе русского и зарубежного искусства Чувашского государственного художественного музея проходит выставка «3 шедевра Левитана в Чувашии». Посетить ее можно по Пушкинской карте. Ученики 8 А 6 Шумерлинской школы с работами живописца заочно познакомились еще до поездки. И даже приняли участие в конкурсе эссе. Его проводит Минобразование Чувашии совместно с Союзом женщин. Роза Скурихина выбрала в качестве темы картину «Свежий ветер. Волга». В первое впечатление было удивление, насколько он превосходно передавал эмоции, как он передает природу. Подлинники живописца большинство школьников увидели впервые. Сегодня у вас уникальная возможность просто прикоснуться к тем шедеврам, которые были рождены в XIX веке и из-под кисти великого автора, великого мастера. Хотелось бы, чтобы каждый из вас, пройдясь по этим картинам, нашел своего Левитана, нашел свое это состояние творчества и восторга, то, которое он испытывал, глядя на нашу Волгу. Арину Комар, что называется, зацепило полотно на Волге. Потому что ее цветовая гамма, как я думаю, больше мне подходит. Может, потому что я тоже спокойная. В этой картине своего Левитана нашла и заведующая отделом русского и зарубежного искусства музея Лада Макарова. Посмотрите, на каких тонких цветовых нюансах картина эта построена. Какую она несет эмоцию. Она передает ощущение гармоничного покоя, радостного покоя. Когда прошло счастливое, наполненное творчеством лето. Еще один конкурс от Минобразования республики и Союза женщин – конкурс рисунков, вдохновленный Левитаном. На него можно отправить работу, нарисованную прямо в музее. Помимо выставки, для ребят подготовили мастер-классы и другие активности. Как по мне, это самое сложное – подобрать нужный оттенок цветов. Если, например, подобрать неправильный цвет, то картина будет смотреться по-другому. О подборе цветов и других профессиональных секретах ребятам рассказал директор музея художник Геннадий Козлов. Пока школьники знакомились с творчеством Левитана, он писал пейзаж в одном из залов. Говорит, увидел вид из окна и не смог пройти мимо. Бывает так, что, допустим, очень красивое место, а не торкнуло. Тогда не пишешь. То есть, на самом деле, здесь пришел, какая же красотища, такая ширь, Волга, веточки, которые перекрывают линию горизонта. Облака потрясающе красивые. Это и зацепило. Итоги конкурса эссе «3 шедевра Левитана в Чувашии» подведут 10 ноября. На конкурс рисунков прием работ еще продолжается. Подробнее в положениях на сайте Минобразования республики. Ольга Пырочкина, Сергей Емельянов. Национальное телевидение Чувашии.